Добрый вечер. Вы смотрите программу «Территория права» и я, Елизавета Чистоедова. Несмотря на то, что закон со всех сторон защищает работников от неправомерных действий работодателей, последние часто нарушают права сотрудников. Могут трудоустроить без официального оформления, выплатить серую зарплату или вовсе не заплатить, нарушить договоренности, незаконно уволить и совершить другие правонарушения. Мы уже говорили, что самый популярный и быстрый способ пожаловаться на нарушение своих трудовых прав – это обращение в трудовую инспекцию. Но помимо этого можно еще обратиться и в правовую инспекцию по труду Федерации профсоюзов. Поэтому мы сегодня пригласили в студию руководителя правовой инспекции по труду Федерации профсоюзов Республики Наталью Ивановну Барковскую. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Вот больше всего по каким вопросам граждане обращаются в вашу инспекцию? Вы знаете, вопросы совершенно различные. Я вот тут подводила итог, и выяснилось, что у нас поступило в Федерацию профсоюзов и в членские организации около 3000 устных заявлений. Это за как раз какой по период? Это за прошлый год. Как раз по различным вопросам трудового законодательства. И около 1000 письменных. Мы даем и письменные ответы на запросы. Вопросы совершенно различные, но, конечно, есть такие, которые наиболее часто повторяются. Это, в первую очередь, вопросы, связанные с увольнением работников. Увольнение по сокращению, увольнение по собственному желанию, увольнение по окончании срока договора, увольнение по соглашению сторон. Вот такие вопросы, которые наиболее по увольнению наиболее встречаются. Кроме того, по отпускам. Хотя, вы знаете, на мой взгляд, что в принципе кодекс регулирует вопросы, и, может быть, некоторые вполне достаточно. Но вместе с тем все-таки допускаются нарушения. Значит, много вопросов возникает по применению наших льгот Крайнего Севера. Хотя у нас глава 50 Трудового кодекса вполне, я считаю, что регулирует вопросы, вот, связанные с предоставлением гарантии компенсаций. Вот, поэтому все равно, несмотря на это, вопросы возникают. Ну, давайте тогда начнем с трудового кодекса, трудового договора. С трудового кодекса мы знаем, что трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем. Да. И что должно в нем отразиться вообще? Вы знаете, у нас есть статья 57 Трудового кодекса, которая определяет содержание трудового договора. Ну, это понятно, что в трудовом договоре должны указаны быть стороны. Это у нас работник и работодатель. Стороны трудового договора две у нас в трудовом правоотношении. Вот. Значит, СНИЛС и так далее. Вот такие общие вопросы. Кроме того, у нас есть такие вопросы, которые вообще относятся к обязательным условиям, вернее, труда, и они перечислены в статье 57 Трудового кодекса. Но, конечно же, это обязательно место работы, это трудовая функция работника, то есть чем он должен заниматься, вступая в трудовые правоотношения. Это указание рабочего времени, времени отдыха. То есть вот это такие условия, без которых договор трудовой не состоится. А что тогда вот является основанием для заключения вообще вот трудового договора? Ну, основанием для заключения, не так мы немножко скажем. Мы скажем, что трудовой договор является основанием возникновения трудового правоотношения, потому что, заключая трудовой договор, работник вступает в трудовые отношения с работодателем. И это очень важный вопрос, потому что вы знаете, что у нас могут быть и заключены другие договоры, к сожалению. Вот, поэтому для трудового правоотношения, конечно, это заключение трудового договора. А если не заключили трудовой договор, но работник уже работает? Вы знаете, этот вопрос сегодня тоже регулируется трудовым законодательством, когда мы говорим о том, что, то есть у нас, понимаете, как заключается трудовой договор с работником, и работник приступает к работе. Но очень часто такая ситуация складывается, когда работник приступил к работе, а отношения не оформлены. Ну, часто бывают такие случаи на практике. Бывает, руководитель где-нибудь в командировке, значит, работнику говорят: ну, ты приступай к работе, мы потом все оформим. Друзья мои, это все чревато, значит, негативными последствиями для работника. Сегодня Трудовой кодекс говорит о том, что работник
может приступить к работе, значит, но с ведома или по поручению лица, который уполномочен на это. Ну, в первую очередь, это руководитель, конечно, ну или лицо ему уполномоченное. Может быть, работник отдела кадров, например, или заместитель его, кому он эти полномочия в свое отсутствие может передать. И в этом случае, значит, тогда считается, что этот работник на законных основаниях приступил к работе, и в течение 3 дней с ним обязаны оформить трудовой договор. Но надо сказать, что у нас очень часто бывает ситуация, когда неуполномоченное лицо ну, допустило работника к работе. И в этом случае негативные последствия и для самого работника, и для этого лица, потому что в данном случае закон говорит о том, что Трудовой кодекс, если работник приступил к работе, значит, с ведома лица, которое не уполномочено на то, чтобы дать разрешение работнику работать, в этом случае работнику оплатят это время, сколько он там отработал, совершенно верно. Но работать он там, если работодатель не хочет его принимать на работу, значит, в этом случае работник не будет работать. Вот. А для лица, которое не уполномочено, которое его допустило до работы, у нас установлена даже ответственность Трудовым кодексом за то, что вот он превысил свои полномочия. Так что, конечно, лучше всего мы говорим о том, что надо трудовой договор заключать. Вот если говорить, может быть, формально, что ли, работник приступил к работе, уже заключил трудовой договор. Теперь мы речь ведем о том, чтобы оформить эти отношения, понимаете? И они, конечно, должны быть оформлены, как сегодня требует у нас Трудовой кодекс, в письменной форме обязательно. Вот если мы обратимся к ЗОТ Российской Федерации, то у нас там допускалось 2 формы. Можно было письменно, совершенно верно, можно было в письменной форме, а можно было и устно. То есть приказ издают, и вопросов нет. А сейчас нет. Сейчас обязательно должен быть трудовой договор. И вот, в 2 экземплярах. обязательно, в 2 экземплярах. 1 экземпляр остается у работника, значит, а тот экземпляр, который у работодателя, работник расписывается, ставит дату о том, что он этот экземпляр договора получил. Вы знаете, очень важно, чтобы таким образом договор, значит, был у работника и у работодателя. Вы знаете, мы сталкиваемся с такими случаями, когда работодателю не дали копию договора. Он должен потребовать, вернее, работник не дали ему копию договора, он должен потребовать, потому что бывает какая-то конфликтная ситуация, мы тоже с этим сталкивались, что даже работодатель, да, и даже работодатель иногда вписывал то, что, так сказать, уже поздним числом. Это, конечно, уже злоупотребление, это нечастые случаи, но бывают такие. И я вот здесь хочу вот о чем сказать. У нас такая передача сегодня о том, что как работник должен себя защитить, да, если работодатель нарушает свои права. Но я вообще хочу сказать в общем, вот если исходить из Трудового кодекса Российской Федерации, у нас есть статья 1, где говорится о том, что трудовое законодательство защищает интересы и права и работников, и работодателей. Я не хочу сказать, что работодатель у нас всегда ошибается. Да, что он нарушитель, злостный. А вот ошибаться может. Значит, потому что он не знает чего-то, потому что надеялся на своих исполнителей. Бывает такое. Поэтому я не хочу ни в коем случае обидеть работодателя и сказать, что он злостный нарушитель. Нет, отнюдь. Это бывает и, будем говорить, ошибочно. Наталья Ивановна, а вот с какой даты отношения будут тогда признаны трудовыми? Значит, если мы с вами говорим о том, что если работник заключили с ним договор, то есть как положено, с даты подписания договора. Если не указано, значит, в самом договоре другая дата, можно в договоре указать. Вот, значит, а вот если мы говорим о том, что работник приступил к работе с ведома или по поручению лица, а поздним числом уже оформили договор, он, конечно, будет с той даты, когда работник фактически приступил к работе.
В трудовом договоре необходимо указать фамилия, имя и отчество работника и наименование работодателя, заключивших договор. Место работы с указанием структурного подразделения, дата начала работы, наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации или трудовой функции, права и обязанности работника и работодателя, характеристика условий труда, компенсации, льготы работникам, условия оплаты труда, виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью. Пока мы готовились к выходу в эфир, я провела маленький опрос. По данным этого опроса, 8 из 10 граждан уверены, что права трудящихся нуждаются в защите. Кроме того, 8 активных граждан из опрошенных рассказали, что уже имеют опыт защиты прав в Госинспекции труда или в суде. Причем идею о защите прав работников поддерживают практически все. Ага, вот. И возраст опрошенных от 21 до 53 лет. Вот. Наталья Ивановна, а что если работодатель не заключил трудовой договор? Еще раз вернемся, да, к этому вопросу, получается. А вы знаете, здесь, если работодатель, здесь, конечно, если работодатель не заключил трудовой договор, значит, работник должен к ним обратиться письменно о том, что работодатель не заключает письменный договор. Если он в течение 3 дней оформит договор, в этом случае будет считаться, что конфликт исчерпан, и работодатель, так сказать, уже признал свою ошибку и исправил. Но если договор не заключается, это, конечно, обращаться только в органы. Это прокуратура, может быть, это может быть государственная инспекция, это может быть обращение к нам. Еще один вопрос. Беременной женщине можно отказать в принятии на работу? Да что, у нас есть в Трудовом кодексе статья, которая запрещает дискриминацию, значит, по всем признакам, то есть по половому, по, значит, профессиональному и так далее. Вы знаете, это очень серьезная статья, поэтому эта статья у нас 3 Трудового кодекса, запрещение дискриминации в сфере труда. Поэтому никаких вопросов, конечно же, быть не может, только учитывая деловые качества работника можно отказать. И в этом случае, значит, у нас сегодня статья 3 дополнена такой частью, последней, где говорится, что лица, которые считают, что они подверглись дискриминации в сфере труда, то есть им необоснованно отказали, они, значит, вправе обратиться в суд с заявлением о том, что им отказано именно по этим мотивам, и, значит, даже потребовать компенсацию морального вреда. Но что хочу я вам сказать. Давайте будем честными. За свою бытность я вообще ни разу не сталкивалась с таким моментом, когда работница, находясь в таком положении, что она могла оспорить действия работодателя. Очень сложно доказать, понимаете, в данном случае, что работодатель отказал именно по мотиву беременности. Но суд будет разбираться, и если придет к такому выводу, что действительно здесь допущено нарушение со стороны работодателя, он, конечно, исправит это положение. Но что я хочу сказать? Значит, в последнее время, мне кажется, и в этом плане и работодатель стал дисциплинированный, что как-то за прошлый даже год у нас не было таких обращений, чтобы женщины обращались в связи с тем, что работодатель им отказал по этим мотивам. Вы знаете, я думаю, что работодатель здесь уже становится более сознательный, поэтому, мне кажется, все меньше и меньше таких случаев. Наталья Ивановна, а есть гражданско-правового характера договор, да, и трудовой договор. Чем они отличаются? Но гражданский договор, гражданское право – это договор на оказание услуг. Ну, будем говорить так примитивно, он разовый. Значит, он на выполнение какой-то работы. И когда работник там, что при заключении гражданского правового договора? Самое главное, что, значит, указывается фронт работы, то есть что должен работник сделать, значит, далее сроки, какие установлены, значит, это основные условия, да, и, конечно, гражданско-правовой договор, он может заключаться там, где действительно
условия такие, что заключается гражданско-правовой договор на оказание услуг. Вот у нас очень часто бывает, когда сегодня оформляют какие-то здания, значит, внутри помещения, да, в этом случае заключается договор с кем-то, вот гражданско-правовой, именно на покраску, ну, будем говорить так, значит, каких-то кабинетов и так далее. Ремонтные работы. Совершенно верно. А вот вы сравните, когда принимают работника на предприятие и принимают его художником, то есть указывают, что он будет работать по какой-то профессии, да? Значит, он будет подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка. Это уже вопрос идет о трудовом договоре. Потому что гражданско-правовой договор, весь риск по гражданско-правовому договору берет на себя работник. Работник сам. Работник. Потом, он может и сам не выполнять работу. С ним договоры заключат, а выполнять работу будет Петров Иван Иванович. Совершенно другой, да. Значит, потому что гражданско-правовой договор не требует, значит, личного участия, в отличие от трудового договора. Ну, а потом, вы знаете, там, где гражданско-правовой договор, вы же сами понимаете, что в отличие от трудового договора работник никаких гарантий, компенсаций, никаких выплат не получает, то, что получает в трудовом договоре. Значит, ему отпуск не предоставляют. В данном случае, конечно, работники ущемлены, значит, когда с ними заключается гражданско-правовой договор. И поэтому у нас сегодня в Трудовом кодексе есть статья 19.1, где говорится, что если работодатель подменяет трудовые правоотношения, трудовой договор гражданский правовым договором, то государственная инспекция, суды это приведут в соответствие, что работодатель произвольно таким вот образом не вправе, значит, подменять договор трудовой гражданско-правовым. И за это у нас установлена, значит, даже административная ответственность, когда работодатель вот таким образом поступает. Он же лишает работника всего, что работник имеет, вступая в трудовые правоотношения. Наталья Ивановна, есть понятие «срочный трудовой договор». Вот Да. что там должно быть? Вот вы знаете, указано? хочу отметить, что очень нарушаемая статья Трудового кодекса, которая говорит о заключении срочного трудового договора. Это статья 59 у нас. Вообще у нас договоры заключаются на неопределенный срок и на определенный, то есть срочный трудовой договор. Вот вы знаете, старая интерпретация статьи 59, она меня больше устраивала, и я думаю, это всех она больше устраивала. Мне говорилось о том, что срочный трудовой договор заключается только в том случае, если к этому располагают условия и характер работы. Только в этом случае. Вот приведу классический пример. Когда у нас женщина по уходу за ребенком уходит, на ее место принимает другого работника. И вот этот работник, с ним заключают срочный трудовой договор. Иначе отношения никаким образом не могут быть оформлены. Потому что если заключат договор на неопределенный срок, выйдет работница постоянная и возникнет конфликт. Потому что за работницей, которая сидит по уходу за ребенком, за ней сохраняется место работы и должность. И когда мы говорим о том, что на ее место принимают работника, я всегда говорю, что вы в договоре пишите не дату, а именно пишите события. То есть принять Петрова Ивановича на период отпуска по уходу за ребенком Семеновой Анны Петровны, значит, и вот на период отпуска, понимаете, по уходу за ребенком. Потому что у нас есть право у женщины выйти на работу до исполнения ребенку 3 года. Это ее право, и работодатель не вправе отказать. Поэтому в данном случае это вопрос вот очень серьезный. Сегодня статья 59 у нас состоит из 2 частей. Первая, когда не могут быть заключены, значит, на неопределенный срок. Это вот как раз там указаны, когда временные какие-то работы на определенный срок, значит, когда по уходу вот за ребенком там вместо отсутствующего работника и так далее. И вот есть часть 2 статьи 59, в которой говорится о том, что по соглашению сторон
между работником и работодателем могут заключить срочный трудовой договор. Но вы знаете, будем говорить, вот в некоторых статьях вот такая интерпретация по соглашению сторон, она меня просто напрягает. Ну, давайте представим ситуацию. Работник пришел устраиваться на работу, да? Работодатель говорит: так, ну что ж, дорогой, будем заключать срочный только договор. А ты согласен? А он говорит: я не согласен. Он говорит: ну, тогда я еще подумаю, значит, принимать тебе на работу или нет. Вот такая ситуация сплошь и рядом может быть. Это неправильно, конечно, но я просто предполагаю, что так оно зачастую случается. Поэтому в данном случае, и потом, видите как, если во второй части говорится, например, значит, прием на работу пенсионеров по возрасту, прием на работу, то есть с ними вот можно заключить срочный договор, да? А у нас так ведь ситуация другая складывается. Работник уже работает 10 лет, и вдруг работодатель решил с ним заключить срочный договор. Нет, дорогие мои, нельзя. Потому что закон только определяет, когда работника принимают на работу. Ну, я понимаю, что если согласие работника, если работник согласен, но и то закон это не позволяет. Вот. То есть, когда принимают его на работу, вот тогда можно. Но посмотрите, здесь тоже установлены, будем говорить, некоторые степени защиты. То есть в данном случае обязательно в статье 57 говорится, что когда заключается срочный трудовой договор, необходимо указать, почему он заключается, и указать основания, которые предусмотрены статьей 59. Да? Вот, например, как с пенсионером заключаются, да? То есть часть 2 статьи 59, когда могут заключить договор по соглашению сторон. И вот в этом случае это обязательно надо указывать. Далее, у нас зачастую бывает ситуация, когда срочный трудовой договор заключили, срок уже истек, значит, вдруг работодатель, да, вспомнил: ой, у нас же был срочный договор, так, мы, значит, надо это исправить, ошибку. Ну вот говорят, вот, нет, дорогие мои, если срок договора истек, ни одна из сторон не потребовала его расторжения, следовательно, этот договор становится на неопределенный срок, и тогда необходимо дополнительным соглашением к тому договору, который был, значит, заключен срочный, дополнительное соглашение о том, что это договор на неопределенный срок. При нарушении прав работников служащий имеет право обратиться в суд по трудовому спору в следующие сроки. 1 месяц, если основания для обращения связаны с незаконным увольнением или несанкционированным отказом в приеме на работу. 3 месяца – подача иска по всем фактам, не связанным с прекращением трудового договора. 1 год – срок исковой давности по трудовому спору о взыскании заработной платы. Вообще вот имеет значение место работы для предоставления отпуска? Значит, вы имеете в виду форму собственности организации? Да, вот индивидуальный предприниматель и Значит, государство. нет, дорогие мои, вот в этом плане, независимо от того, какая форма собственности предприятия, отпуска и той продолжительности, которая установлена для всех работников, они должны предоставляться независимо от формы собственности и организационно-правовой формы организации. Вот, обязательно, причем той продолжительности, которая установлена Трудовым кодексом Российской Федерации. То есть на основании Трудового кодекса, что индивидуальный предприниматель, что госслужащий. Совершенно верно. И вы знаете, составить график. Совершенно верно. Это вот, вы знаете, все неправильно, когда индивидуальный предприниматель, я много с этим тоже сталкиваюсь, когда индивидуальный предприниматель, например, работник говорит: он установил мне 40 дней отпуска. Нет, дорогие мои, у нас для всех установлено отпуск продолжительностью 28 календарных дней основной. Значит, за работу в районах Крайнего Севера для всех организаций установлен, независимо от того, какого ты подчинения, какая форма собственности организации. Это 24 календарных дня за работу в районах Крайнего Севера. И вроде как получается, что у нас основной отпуск на севере 52 календарных дня. Ну и остальные отпуска
суммируется, на которые работник имеет право по своей должности. Может быть, у него за ненормированный рабочий день, за вредные условия труда. Значит, и закон позволяет нам сегодня устанавливать дополнительные отпуска любой продолжительности и по любому основанию в коллективном договоре. Если работодатель с работником примут такое в коллективном договоре, ради бога. Единственное, что, ну, например, меня с точки зрения практики не совсем устраивает, каков, значит, вообще порядок предоставления отпуска. Но у нас, хотя законом определено, 123 статья говорит о том, что отпуска предоставляются в соответствии с графиками. График, вы знаете, это, будем говорить, локальный акт, который у нас принят на предприятии. То есть локальный – это внутренний акт. Работодатель имеет право, с учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации, если она существует на предприятии, принимать такие акты. И вот как раз график отпусков к ним и относится. А что это значит? Локальный акт – это нормативный акт. То есть он обязателен и для работника, и для работодателя. И никто не может его, так сказать, не выполнить, изменить в одностороннем порядке и так далее. А мы с этим сталкиваемся постоянно, когда работник, значит, вот, собирается идти по графику в отпуск, по графику даже, а работодатель говорит о том: нет, я не могу, ты нужен и так далее. Нет, эта ситуация совершенно ненормальная. Здесь только по соглашению сторон. Если работник захочет перенести свой отпуск, тогда соглашение состоится. А так он будет его использовать в то время, когда это установлено графиком отпусков. Но дело в том, что, вот понимаете, у нас есть такое правило, что работодатель должен работника уведомить за 2 недели до наступления отпуска о дате отпуска и так далее, об условиях. Ну, то есть мы говорим, что это, возможно, проект приказа. Он работника ознакомливает о том, что ему предоставят, значит, через 2 недели отпуск. Это обязательное условие. Вот если оно не выполняется, в этом случае даже работник, значит, вернее, работодатель с согласия работника, вернее, по его заявлению, может даже отпуск перенести на другой срок. Вот до того это такое очень условие, которое должно быть выполняться. А вот в принципе, вы знаете, я бы всегда рекомендую на предприятии принять какой-то локальный акт, который бы определил правила, значит, предоставления отпусков. Совершенно верно. Потому что каким образом, значит, работник пишет заявление, работодатель потом все это утверждает график с учетом мнения вот профсоюза, да? Вот. Затем, значит, как предоставляется этот отпуск. То есть много таких вопросов, которые не отрегулированы законодательством. И мне часто говорят, что работодатель без меня там, значит, установил, что я вот пойду такого-то числа и утвердил уже график. Нет. Вот я считаю, что вот эти такие правила должны быть все-таки на предприятии, все это отрегулировано должно быть, чтобы не было потом вопросов каких-то. Ну, кроме того, я допускаю, что работник и работодатель согласились, что работник, ну и это его устраивает. Работодатель говорит, что ты можешь, давай перенесем отпуск, если ты согласен. Работник согласился, его это тоже устраивает. Но, дорогие мои, это делается тоже не просто так. Это необходимо, чтобы работник, значит, написал заявление. Работодатель, так сказать, с этим заявлением согласился, и они вносят изменения в график отпусков о том, что теперь отпуск Петрова Ивана Ивановича будет там в декабре 2023 года. То есть это все должно быть официально, чтобы потом не возникало вопросов. А все-таки, если работодатель не предоставил работнику отпуск? Ну, здесь тоже, значит, будет как нарушение трудового законодательства, и надо обращаться в соответствующие органы. Но, вы знаете, сегодня, если есть графики отпусков, то редко когда нарушаемы. А вот более
нарушаемое. Это работодатели иногда эти графики не утверждают. Вот это нарушение. И когда органы контролирующие проверяют, значит, это грубейшее нарушение бывает, потому что работник лишается права на отдых, как это установлено трудовым законодательством, да и Конституцией нашей. Поэтому вот здесь очень серьезный вопрос. Понятно. Кстати, вот опять же по результатам моего вопроса, да, рейтинг самых популярных нарушений, из-за которых часто увольняют сотрудников, это нарушение режима работы, то есть систематическое опоздание, прогулы, да, отсутствие на месте в рабочее время и ненадлежащее выполнение обязанностей, то есть нарушение сроков и низкое качество работы. Иногда это бывают даже и другие проступки, например, в пьяном виде появляется сотрудник, Ну да. да, хищение имущества компании, там, разглашение конфиденциальной информации, да, и в некоторых случаях, оказывается, работодатель даже вот штрафует работника. Ты опоздал на 10 минут, вот 1000 рублей ты должен. Ты прогулял вчера, 2000 должен. Вот эти штрафы, они вообще законные? Значит, что я хочу сказать. У нас сегодня Трудовой кодекс, это статья 192, 193, они определяют, что у нас относится к дисциплинарным взысканиям, значит, какие работник может применить дисциплинарные взыскания и порядок их применения. Вот это, дорогие мои, будем говорить, окончательно и никакому расширительному толкованию не подлежит. Потому что штрафы, они не предусмотрены Трудовым кодексом. У нас что предусмотрено? Это замечание, выговор. У нас даже строгий выговор исключили, был раньше строгий выговор, значит, и увольнение по соответствующим основаниям. Вот это у нас 3, будем говорить, Законные? Да, совершенно верно, дисциплинарные взыскания, которые применяются к То работникам. есть штрафы это незаконно? Незаконно. Вы знаете, даже вот ко мне обращаются иногда и говорят, а мы у себя примем локальным актом, значит, о том, что, ну и утвердим, раз коллектив типа принял, то, значит, это законно. Нет, дорогие мои, и не могут приняты быть и в коллективе, потому что у нас есть статья 8 Трудового кодекса. Это статья, которая определяет правовой статус локальных актов. И в ней говорится о том, что локальные акты, которые ухудшают положение, значит, работника по сравнению с тем, что установлено в трудовом законодательстве, они недействительны и они не применяются. Поэтому даже если вы очень захотите установить штрафы для работников, это будет незаконно. Нарушение норм трудового законодательства грозит работодателю привлечением к административной ответственности, предусмотренной КоАП РФ. Наложение штрафа, приостановление деятельности на определенный срок, предупреждение или дисквалификация. Размер штрафа или срок дисквалификации зависит от вида совершенного правонарушения. К сожалению, мы часто слышим, что бывает нарушение при увольнении или сокращении, да, то есть работодатель вместо того, чтобы законно как-то оформить сокращение, да, допустим, скажем так, просит работника написать заявление по собственному желанию. Это законно вообще? Это, конечно, незаконно, и, будем честными, такие случаи встречаются, и нередко. Значит, конечно, работодатель хочет уволить работника с наименьшими потерями. Это совершенно некоторые работодатели. Поэтому и там заставляют его написать заявление по собственному желанию и так далее. Это, конечно, все совершенно неправильно. Вы знаете, тут я хочу сказать вот о чем. У нас есть статья 82 Трудового кодекса, где говорится об обязательном участии выбранного органа первичной профсоюзной организации при увольнении работников по инициативе работодателя. И вот как раз пункт 2 статьи 81 как раз входит, значит, в эту статью, говорится, где, значит, когда работника увольняет, только с учетом мнения вот выбранного органа первичной профсоюзной организации. Потому что профсоюзная организация как раз вот и будет проверять, насколько законно вообще сокращение. Потому что у нас бывает ведь не то, что не сокращение данного работника. У нас бывает такая ситуация, что фактически сокращения-то нет. А чтобы освободиться от работника и создать вроде видимость, что заботятся, они вроде как предлагают ему уволиться по сокращению. Но
Вот здесь как раз и профсоюзный орган должен проверять, на самом деле есть сокращение или нет, или это просто уловка работодателя. Далее, здесь необходимо будет проверять, когда действительно, ну, уже признано, что сокращение есть. Понимаете, профсоюзный орган не может вмешиваться в само, так сказать, почему принято решение о сокращении. А вот чтобы определить, насколько законно, насколько соблюден порядок увольнения по сокращению, это как раз, значит, обязанности даже будем говорить, профсоюзной организации, потому что она будет давать свое мотивированное мнение по увольнению этого работника. И в данном случае, конечно же, это все будет проверяться, и то, что работника заставляет увольняться по сокращению, здесь, вернее, по собственному желанию, здесь вопрос один. Работник просто должен сказать, что нет, я увольняться не буду, писать заявление не буду. Вы понимаете, собственное желание – это собственное желание. И если работник взял заявление, значит, вернее, бумагу, ручку и написал «прошу уволить меня по собственному желанию», уже очень сложно будет доказать о том, что работник под каким-то давлением, значит, написал это заявление. Понимаете? Поэтому я всегда говорю работникам, не надо, не пишите. Не пишите, лучше обратитесь к нам, значит, мы поможем вам этот вопрос отрегулировать, что если нет оснований. Но, вы знаете, бывает такая ситуация, вот они, работники, начинают говорить, от работодатель там пригрозил, что он меня найдет, за что уволить там и так далее. Ну, вот на такие разговоры, знаете, примитивные, я считаю, что работник не должен обращать внимание, потому что здесь, так сказать, правда на его стороне. И работодатель, если ты хороший работник, если ты радивый работник, то в данном случае оснований для того, чтобы, так сказать, бояться работодателя, я считаю, нет. Наталья Ивановна, а вот иногда бывает, что часть заработной платы или иногда вовсе всю зарплату выдают, ну, в ненадлежащем, как говорится... Я поняла вас, да. Скажем так, серую зарплату, да, в конверте? Да, так ее называют. Да. Белая зарплата, серая зарплата. Да, в конвертиках. Значит, да, в конвертиках. Это законно вообще? Да, конечно, незаконно. Вы знаете, и даже, ну, будем говорить, со стороны работодателя, даже это преступно, что здесь и скрытие от налогов и так далее. И, значит, ну, если уж так сказать, будем говорить, может, это сильно жестко, но, значит, им тогда работник потворствует такому преступлению налоговому, значит, которое совершает работодатель. Но, конечно, случаи такие есть. Но, вы знаете, что мы с вами говорим о том, что вот серая зарплата, работник должен понимать, и в первую очередь он должен понять, что такое зарплата в конверте. Во-первых, работник, он будет ущемлен во всех выплатах. Он получает отпускные с той суммы, которая официально где расписался. Вот. Он получает какие-то премии, значит, он получает какие-то доплаты. То есть то все, когда учитывается его, так сказать, сумма, будем говорить, белая. Вот. А то, что скрыто в конверте, причем сегодня ведь у нас, посмотрите, это установлено Трудовым кодексом, и это установлено Конституцией, что работник не должен получать менее, чем минимальный размер оплаты труда, установленный у нас, значит, по Российской Федерации, и плюс наш коэффициент и надбавки. Вот если работник сегодня получает, имеет все надбавки, значит, районный коэффициент применяется 1,7, это начисление в пределах 40 с лишним тысяч. Вот меньше этой суммы, значит, работник начисления не должны быть. И если оно почему-то меньше, это уже наводит на вопросы, что эта часть, так сказать, белая, а где-то есть еще черная, которую работодатель выдает. Конечно, это незаконно, и это пресекается. Но я считаю, что здесь, конечно, должен проявить, будем говорить, сознательность работник. А работник имеет право не выходить на работу законно, скажем так? Вы знаете, да, есть такие случаи. Ну, давайте сразу скажем, значит, один из таких случаев – это когда работник находится на больничном.
Да ведь? Ну да. Работник заболел, получил больничный лист, значит, в этом случае все, он законно находится на больничном. Значит, работник находится в отпуске. Причем у нас с вами есть отпуска, которые обязаны предоставлять. Это, например, донору, да? И работодатель не вправе отказать в предоставлении такого отпуска. Вот это тоже законно, и у нас Трудовым кодексом установлена законность такого, значит, выходного дня после сдачи крови. В этом случае, конечно, То есть и значит, на законных основаниях. диспансеризация, Конечно, это все на законных обследование, основаниях. И, ну, будем говорить такой классический, что ли, у нас такая статья есть, 142 Трудового кодекса. Значит, она была очень распространена в 2000-е, до 2000-х, когда работнику не выплачивали заработную плату своевременно. дни, да. Совершенно верно. Значит, и в этом случае работник вправе был, если более 15 дней не выплачивается заработная плата, работник вправе был отказаться от выполнения работы. И причем в эту статью, раньше она была, ну, такая очень, будем говорить, только вот устанавливалось право работника не выходить на работу. Значит, затем ее дополнили другими очень вескими условиями, что во время приостановки работы работник, значит, не должен выходить на работу. И в это время вообще он может устроиться даже на другую работу. И эта работа, вторая, не будет считаться совместительством. Это очень важно. То есть он может там на той работе работать полный день. И кроме этого, значит, это тоже приняли о том, что когда работник приостанавливает работу в связи с невыплатой заработной платы, ему сохраняется средний заработок. Это очень важно, конечно. Вот. Я вас благодарю, Наталья Ивановна, за столь интересную беседу, можно сказать, даже консультацию бесплатную. Вот, я думаю, все наши телезрители поняли и приняли к сведению. Спасибо, Наталья Ивановна, и со всеми праздниками вас. Спасибо вам, что приглашаете, и всех поздравляю тоже с праздниками, с наступающими. Всем удачи, всем счастья, чтобы все у всех складывалось замечательно. Ну, а если у кого-то возникнет какая-то сложная ситуация, то обращайтесь, мы всегда поможем. Куда бы вы ни обращались, постарайтесь оперировать только фактами. Не используйте эмоционально окрашенную лексику, приложите доказательства обстоятельств, изложенных в жалобе, письменные показания свидетелей, приказы, неофициальные ведомости по зарплате, служебные переписки и другие документы. В случае, если недобросовестный работодатель подтвердится, надзорные органы обязательно примут определенные меры. На этом на сегодня все. До встречи ровно через неделю. Если вы попали в спорную ситуацию и хотите стать участником нашей передачи, то отправляйте сообщение по указанному адресу электронной почты и номеру телефона.